является важным событием культурной жизни нашей республики. 25 лет бок о бок с культурой. Срок действительно не маленький. На сцене и в зале люди, которые посвятили свою жизнь сохранению и популяризации народной культуры. И это их общий праздник. Дом народного творчества – настоящая кузница талантов. В его стенах возрождаются и поддерживаются главные культурные ценности. За национальные танцы отвечает ансамбль «Асса», декоративно-прикладное искусство – известный скульптор Юсуп Цуров, а за искусство ковроделия – Зейнаб Дзарахова, этнограф и доктор исторических наук. Мы при Республиканском доме народного творчества создали кружок «Истинг» ингушского войлочного орнаментального ковроделия. Работаем уже второй год. Есть уже ученики, есть очень успешные ученицы, как среди старшего поколения, так и девочка, которая учится в школе, Мадина Газдеева. Это истинно ингушское, народное, древнее искусство. И оно в себе несет и красоту, и глубину, и мысли, и философию наших предков. И потому возрождением мы занимаемся так вот. Все танцы, песни и поздравления со сцены для них. Своего зрителя сегодня балуют. Тут и известные артисты филармонии, и начинающие звезды ингушской эстрады с зажигательными и проникновенными песнями, которые давно уже стали достоянием культуры народа. Но не только песнями и танцами почуют гостей. Нашлось место на этом юбилейном вечере и юмору. Постановка по повести Антона Чехова «Дипломат» в исполнении актеров творческой студии «Барт». РДНТ не только развивает творчество, являясь оплотом народной культуры и искусства республики. Он также курирует все дома культуры, оказывает методическую и практическую помощь в их деятельности. Как верный наставник помогает своим младшим товарищам приобщать к культуре подрастающее поколение, за что они ему благодарны. Это наши наставники, они помогают нам работать. Мы новички пока в этом деле, и они нам советуют, нас учат, как работать. История Дома народного творчества ведет свое начало с 1994 года. За этот период сделано немало. Работники РДНТ посвящают себя сохранению и популяризации традиций и обычаев ингушского народа и народов, проживающих в республике. Сегодня РДНТ – центр досуга с огромным диапазоном работы, будь то музыкальные и хореографические фестивали, смотры, конкурсы художественной самодеятельности домов культуры и семинары, практикумы. Мы решили свой праздник, торжества свои провести в Кантышевском доме культуры. Вот. Почему? Потому что все мероприятия обычно проводятся на Зране, но мы решили сейчас пропагандировать наши периферийные дома культуры. И, конечно же, у нас же появилась добрая традиция проводить фестивали, конкурсы, всевозможные мероприятия в наших домах культуры, которые находятся в наших муниципальных образованиях. За плечами Дома народного творчества четверть века упорного труда во славу ингушской культуры и фольклора. Но впереди, несомненно, еще больше. Тамара Хашагульгова, Асхаб Билакиев, Новости 24.